На заседании коллегии Государственной налоговой службы по итогам деятельности за прошлый год были озвучены показатели сбора налогов. В 2019 году Государственная налоговая служба собрала более 83 миллиардов 989 миллионов сомов налогов и платежей. По сравнению с прошлым годом сумма собранных налогов превысила примерно на 4 миллиарда сомов. В этом году планируется собрать более 93 миллиардов сомов. План по сборам перевыполнен на 10 миллионов сомов, при этом прогнозные показатели по налогам не обеспечил ряд территориальных налоговых органов. Премьер-министр, между тем, отметил недостаточность усилий по выводу бизнеса из тени. Менің есебім бойынша бюджетті қорғап атқан 90 керек 40 миллиардқа чейин көмүскөдөн чыгылса болот. По моим данным, объем теневой экономики составляет минимум 40 миллиардов. Не зря ведь говорят, что в тени крутится сумма, сопоставимая с бюджетом. Мы теряем на этом около 2 миллиардов долларов. У вас есть возможность собрать в этом году на 15 миллиардов сомов больше, чем в прошлом. Если сможете, как глава правительства, даю вам слово поднять вам зарплату в 2 раза. Премьер-министр дал поручение ускорить процесс внедрения контрольно-кассовых машин, усилить борьбу с теневой экономикой и проверить компетентность руководителей городских и региональных отделов с низкими показателями по сбору налогов и более тщательно проводить кадровую политику. Из 60 районных и городских управлений план не выполнили 6. Это налоговые органы в городах Майлису, Ташкумыр, Балыкчи, по Ленинскому и Свердловскому районам столицы и управление ГНС по контролю за крупными налогоплательщиками по городу Бишкек и Чуйской области. Мы выслушаем ответственных лиц и решением членов коллегии примем меры. В прошлом году налоговая служба начала администрировать страховые взносы вместо социального фонда. Это позволило налогоплательщикам сдавать 2 отчета – по налогам и по страховым взносам, а также получать патент и страховой полис в одном месте, что значительно сокращает время на получение этих документов. Под личным контролем премьер-министра проводится работа по фискализации налоговых процедур. В этом году нас ожидает внедрение самых важных и крупных проектов в данном направлении, в числе которых с 1 апреля запуск электронных счетов фактур. С 1 апреля все НДС-плательщики, субъекты, занимающиеся импортом, экспортом товаров, обязаны будут перейти на систему электронных счетов фактур. Данная система позволит в первую очередь создать благоприятные условия для бизнеса. Это им будет удобно, они меньше ресурсов будут задействовать, больше времени экономить на составление счетов фактур. И параллельно это снизит количество проверок со стороны налоговых служб в отношении этих субъектов предпринимательства. Согласно докладу Doing Business 2020, Кыргызстан вошел в число 20 стран, в которых отмечены наиболее ощутимые улучшения в деловой среде. Это связывают в том числе и с улучшением условий налогообложения. Но глава правительства напомнил, что это не всегда служит показателем реальной ситуации и поручил решить озвученные выше проблемы. Нурбек Иманов, Азамат Кадыр Токтоев, Ала-То 24.